Иголочки, они были очень дорогие. И охотнику охотник, чтобы обеспечить свою жену иголками, одна иголка стоила около 15-20 оленей песовых шкурок. Ничего себе. Вот, и поэтому для игольниц наши мастерицы, женщины, шили специальные игольницы, которые пришивались к фартуку. А вот здесь рядышком висит юкагирская кукляночка. Рядышком в витрине это чукотская национальная одежда, женская куклянка и женский чукотский комбинезон, который называется керкер. Вся одежда, конечно, сшита из оленьих шкур. Это крашеная кукляночка, покрашена ольхой. Дерево. Да, везде присутствует природный материал. В следующей витрине у нас юкагирская национальная одежда. Это вот как она выглядела раньше, а это уже современный вид юкагирской кукляночки. У женщины, девушки просто заплетали себе в косы косоплетку. Вот это, да? Да. Здесь вот рядышком летняя обувь, сшитая из замши. Так как в тундре очень много, тундра же болотистая, везде болото, и поэтому такая мокрая обувь намокала. И там специально в этой обуви были отверстия. То есть, когда пастух пришел, вода вся вытекает, и затем уже чумработница, она уже эту обувь сушила. Сушить тоже надо уметь, потому что если просто так взять, возле огня положить, то она вся скукожится. Вот. Так как край наш холодный, в основном у нас присутствуют ветра, поэтому, а пальто распашное, то очень сильно продувало. И поэтому не только женщины, а также и мужчины тоже одевали фартуки. Вот это костюм полностью шила мастерица из села Колымская Неустроева Анна Дмитриевна. Потом я вам еще одну ее работу покажу. Фартук был зимний, вот это зимний фартук. Вот. А на лето шили фартуки просто из замши. Обязательно на перчатках вот этот круг, это означает символ солнца. А здесь у нас уже эвенский костюм. Это село Березовка, Среднеколымского района. Вообще хочу сказать, что раньше, когда из дальних места приезжали путники, то, заходя в Ярангу к своим, хозяевам могли посмотреть так. Вот как я сейчас на вас смотрю, читаю цути. Ага, значит, вы с цути. Также и хозяева раньше, глядя на рисунок, который на костюме, могли сказать, из каких краев приехали пастухи, из какого рода они. Вот. А в советское время уже начали украшать вот так вот. Вот это вот получается яранга, символ жилища. Вот рядышком люди встали в хоровод, а над ними полыхает северное сияние. А это вот типа крестовый, это что такое? Что? Это типа крестовый, это звезды или как? Вот. Да, это в основном тут, видите, присутствует голубой цвет. Это голубой цвет, это символ снега, чистоты, мудрости. Здесь у нас это костюмы юкагирской мастерицы Неустроева Варвары Христофоровны. Она шила полностью комплект. У нее как-то родилась внучка, она ее, начиная с маленького возраста, потом уже девочка стала подростком, потом уже это ее личный костюм. Это вот это все из оленей шкуры. Вот это вот называется наведена, это, как сказать, для отпугивания злых духов. И вообще, вот, когда женщина одевает костюм, национальный костюм, она идет, и у нее все звенит. Колокольчики звенят, вот это вот полыхает на ветру. У нас в музее хранится юкагирская реликвия. Наш музей их передал Ягловский Василий Петрович. В данное время мы сотрудничаем с его сыном, вот его сын Николай Васильевич со своими родителями.
По-моему, сегодня вы должны встретиться с Николаем Васильевичем. В 4 часа вы вместе встречаетесь. Вот прадед Василия Петровича был главой Кагирского рода. Не главой, а староста. Вот знак родового староста. Для этого знака было сделано специальная шкатулка. Она сделана была при помощи лучкового сверла. Присутствует это дерево и в обязанности родового староста входило это, во-первых, чтобы в каждой ранге был огонь, рыба, мясо, еда, чтобы была одежда, и также еще староста должен был собирать весак. И вот за то, что он хорошо исполнял обязанности свои, то он был награжден вот таким крестиком с вензелем Екатерины II. Вот обратите внимание, вензель Екатерины II. Так оригинально сделана рукоять этого кортика в виде зверька. А? Да, внутри есть. Ну, на витрине у нас стоит. Так как они хранили вначале, вот, к сожалению, нету у нас верхней части деревянной, в котором они хранили кортик. Они вначале ложили вот деревянную часть, а затем они хранили вот в этом колчане для стрел. Таким образом до нас дошел колчан. Как он выглядит. А вот в витрине напротив, если это юкагирская реликвия, то в витрине напротив он делает чукотская реликвия. Называется мих. Не разрешалось. И пользовался только хозяин. Он даже сделал человека. Вот голова. Это предмет для, чтобы добывать огонь. Вот. Собирали такой пух тазиковый. Вот этот пух, который в этой витрине лежит, мы 4 года во дворе нашего музея собрали. 100 лет как раз что-то очень много пуха такого. И вот определенным образом они этот пух засушивали, а затем уже при помощи лучкового сверла сюда вставляли и за счет цепления, да, добывали огонь. Рядом лежит чал, аркан. Но надо сказать, что дети с малых лет, которые жили в Турции, они с малых лет уже помогали своим родителям, и уже с 10 лет они уходили в самостоятельное дежурство. То дневное, то ночное. И каждый мальчик уже 6 лет уже умел сам плести свой аркан. Из оленя замши тоже. Вы вчера, по-моему, были в поселке Походск, да? Да. В поселении наших русских старожилов. Само название говорит о себе, то есть русские землепроходцы отправились в поход. И от этого слова произошло это слово Походск. В этом поселении, как вы заметили, живут потомки русских старожилов. Вот. Как вам их речь? Своеобразно. У них присутствует такое сладкоязычие. Анна Петровна рассказала сказку на своем языке, но наполовину понятно. И они по паспорту сами пишутся, что они русские. А про себя они говорят, мы не русские, мы похотчане. Также следующий наследие, который тоже находится на реке Колыма, это поселок Колымское. Вчера чуть не уехали. В этом поселке проживают контактно чукчи. В этом поселке есть тоже средняя школа. Чукчи и тоже эти тоже, да? Ну, основное население чукчи, ну, конечно, сейчас там и чукчи, и юкагиры, эвены. Основное занятие, конечно, оленеводство. Тут женщина, которая у вас была, Светлана, мы вчера съездили. Успели. Мы не сумели. Наш наследник Андрюшкина, он находится на реке Алазея, соседствует со Среднеколымским районом. В 1989 году в этом наследии родилась тысячный житель этого села, ее назвали Северина. Ну, сейчас там, это, если в 89 году было 1000, сейчас где-то
численность населения приблизительно 700-800 человек в поселке Андрюшкино. Тоже есть 700-800 человек сейчас Да. живет, да? В Тоже основном есть. кто живет? школа, клуб. Нет, Детский имеется в виду сад. по национальной... В основном проживают юкагиры и эвены. Вена, Основное Юкагиры. население составляет. А вот у нас живет Никулин такой, тоже говорит, я Юкагир все время. Никулины тоже есть такие, да? Здесь Никулины есть, да. Ну, наверное, отсюда тогда. Тут же в Алайке еще много Никулиных. Ну, так тоже. Наш музей сотрудничает со многими студентами. Спасибо. И вот один из членов клуба «Юный краевед» сделал вот такую работу. Он почти работал над этой работой 2 года. Вот. Ну, к примеру, возьмем вот хотя бы вот вяленое мясо. Здесь есть рецепт приготовления этого блюда, а также внизу есть в каком произведении это блюдо встречается. Если вы обратите внимание, то тут получаются разные произведения. То есть очень много произведений этот ребенок прочитал, чтобы сделать такую вот работу. Ничего К себе. сожалению, вот он не нашел нигде в произведении рыбы и муки. Ну, наверное, все время было, поэтому как-то считали это в порядке вещей. Да. Ну вот с приходом христианства на Колыму, конечно, вот у очень многих наших людей появились вот такие вот календари. Здесь это получается 12 горизонтальных линий, это месяца. Точки, это означает, какой день сегодня месяца. И обязательно они вставляли 2 печеньки по новому стилю, по старому стилю. Вот. И у каждой женщины был свой личный календарь. Потому что сядет женщина, начинает считать, и, допустим, увидела там какую-то галочку, и думает, ага, в этот день мой старший сын родился. Видела там крестик, ага, в этот день, допустим, умер мой дедушка, там бабушка. Вот. То есть это же надо было запомнить Календарь, каждую. Напоминалка по-своему. Да, можно сказать, не голова, а целый. Компьютер. Да. А вот из таких вот предметов оленью шкуру можно довести вот до такого вот состояния. Она как бумага. Посмотрите. Замша. Да, это тоже покрашена ольхой. Вот вы кислотой обрабатываете? Ольхой обрабатывали. Только ольха, да? Да, только ольхой. Вот здесь вот рядышком лежит чукотский мяч. Он выполнен из оленей замши, а внутри оленя шерсть. Очень легкий. Вот эта вот лопата, которая вот здесь вот находится, она тоже выполнена тоже при помощи лучкового сверла. Видите, вот тут вот деревянные гвозди. Все вот эти вот предметы быта были тоже в наш музей безвозмездно переданы, подарены Агафоником Петром Серафимовичем. У нас раньше в музее экспонировалась только вот эта вот картина «Чукотский воин». Вот. И будучи в городе Санкт-Петербург в этнографическом музее, мы засняли вот такую вот экспозицию. Это «Чукотский воин». Вообще чукчи, они сами же по себе были очень такие мужественные люди. Воинственные. Высокие, воинственные. Вот даже посмотреть, какой рост чукчи и какой лук. А чтобы натянуть такую тетиву, это же вообще надо было приложить очень много усилий для этого. Также вот не так давно мы узнали, что вот чукча, говорили, летающий чукча, чукча с крыльями. Оказывается, вот у них была специальная такая тактика. Выходила первая шеренга, они садились как бы на корточки. А вторая шеренга бежала и, отпираясь, вставала им на плечо сюда, и как бы отталкиваясь, получается, какое-то время, ну, секунды 2-3, получается, человек находится в полете. И в это время они натягивали свои стрелы и стреляли. А это крылья там помогали, да? Ну, получалось, что секунды 2-3 он летел. Вот я вам говорила, что
игольницы шили. Вот. Здесь вот у нас железный, здесь вот у нас костяной. Вот это вот кость. Это от оленя, Это, кость оленей. да, это вот шили. Обязательно еще колокольчики. И вот так вот такая игольница пришивалась к женщине на фартук. Вот она идет, колокольчик звенит. Игольница Прикочевали они, что-то порвалось, она достает игольницу, открывает, здесь иголочка. То есть вот этот футляр защищает для того, чтобы не уколоться. И как видите, здесь у нас непростые нитки на этой иголке. Это оленьи сухожилия. Сейчас покажу. Вот поближе, если показать, вот оленьи сухожилия. В тундре до сих пор пользуются такими оленьими сухожилиями. Крепко она. Очень крепкая. Вообще народ был такой очень своеобразный, северные народы. Вот даже когда замша, если завязать замшу, и она намокнет, то получается узел, который невозможно развязать. И вот этим кончиком этого рога они как бы поддевали этот узел, и тогда узел можно было очень легко развязать. Здесь вот у нас внизу на витрине есть памперсы. Да. Это вот летний памперс, зимний памперс. Ягель. Да, ягель ложили. Мох ложили с фагном, который обладает таким антисептическим действием, потому что во время Великой Отечественной войны им даже раны обрабатывали, и ничего не гноилось. Да. И детям одевали такие памперсы, вот на такие вот комбинезоны. Не снимая комбинезон, просто меняли только одни памперсы. Холодно же зимой. Не беспокойте, я потом читаю. Ага, хорошо. Снимай. Вот. А для обработки ремешков использовали вот такую доску, юрдубол. Принцип этой доски, вот так вот делали, тогда ремешок становится мягким. Тоже вот насчет трения. Обещала вам показать еще одну работу, Анна Дмитриевна. Это вот наш известный ковер. Обычно наши мастерицы шьют вот такие маленькие небольшие коврики. Это единственный ковер таких размеров. Чтобы его шить, Анна Дмитриевна очень долгое время собирала материал для этого ковра. Затем это все надо было по смыслу, по цветовой гамме придумать рисунок. Вот. Почему она долго собирала материал? Вот один квадратик. Он здесь изображен цветочек из лепесточков 8. Вот эти вот 2 лепесточка — это один олень. Вот эти вот части находятся у оленя на задних ногах, как бы на передних нету, только на задних ногах, сзади колена. Поэтому получается вот один олень. Второй олень, третий олень, четвертый олень. Чтобы вот такой квадратик сделать, ушло 4 оленя. Вот. Ну и сами можете посмотреть, сколько же лет она должна была собирать, чтобы все это вот такую красоту сделать. По свету. Да. Да. Это, получается, у нее тема была зарождение новой семьи. Обязательно присутствует огонь, символ огня, зарождение новой жизни. Этот ковер экспонируется не только у нас в районе, также он был на выставке в городе Якутске, в Москве и за рубежом в Нью-Йорке был. А это вот наши северяне. Вообще, настоящие северяне, они почему не мерзнут? Знаете? Нет. Потому что они хорошо одеваются. Вот кто тепло одевается, тот никогда не мерзнет. Олень вот наш тепло оделся. Внизу у него камусные штаны. Вот камусные штаны. Под низом у него кукашка мехом, с той стороны мехом наружу, а сверху кукашка мехом наружу. У него 2 малахая
Где такой? Есть еще ездовой малахай, он теплый ездовой малахай, потому что олени-то бегут прытко, весело, и холодно бывает, поэтому 2 малахая обязательно камусные рукавицы. Камусные. Да. Можно руку засунуть. Посмотрите. Очень тепло. У нас Афанасий Осипов, известный якутский художник, 2 раза был в нашем районе. И в основном он рисовал наших оленеводов, работников тундры. И вот те люди, которые знают этих людей, они говорят, что это не просто портреты, а как будто их фотографии. До того четко они нарисованы, смотрятся как фотографии. К нам очень часто приходят школьники, и когда приходят школьники, я их прямо здесь вот выставляю, и прям они у меня вслух читают вот эти вот слова. Семен Курилов. Это из неопубликованной при жизни новеллы Семена Курилова «Заветы предков». Пойдемте дальше. А здесь вас встречает наш хозяин. Это шаман. На нем одет костюм шамана северных народов. Вообще вот этот пояс, который на нем одет, свидетельствует о том, что наш шаман очень сильный. Чем пышнее пояс, чем сильнее шаман. То есть вот одна вот эта вот веревочка, это одна спасенная им жизнь. Скольким людям он помог. А наш шаман, видите, какой сильный. Вот. В руках он держит бубен. В основном бубен шьют из шкуры оленя, именно 2-годовалого олененка. Потому что если возьмут шкуру уже другого оленя, звук у бубна будет не такой. Вот я знаю, что чукчи береговые, они для своих бубнов шьют, свои бубны шьют из желудка моржа. Да, я читала об этом в литературе. А вот здесь вот, в этом зале, у нас находятся все звери, птицы, животные, которые находятся на территории нашего Нижнеколымского района. Очень много птиц к нам прилетает гнездиться. Летом. Вот, да. Потом осенью улетают. Здесь у нас есть и лебеди, и канадские журавли, 3 вида как, 3 вида гагар. Недалеко от Черского есть. Соболь тоже есть, да? А? Соболь есть? Да. Соболь тоже водится. Росомаха. Росомаха тоже водится? Да. Много или чуть-чуть? Ну, в последнее время меньше стало. Меньше стало. Да. Также у нас есть и глухари. Очень в последнее время мы стали замечать, У вас же тундра. Глухари тоже тундра, да? недалеко от Черского есть гора Родинка, вот там их очень много глухарей. В последнее время бывает такое, что почему-то с моря к нам заплывают нерпы. Даже года где-то лет 6, наверное, назад нерпы у нас на нашем пирсе лежбище устроили. Очень многие люди приходили фотографироваться, они такие любопытные, даже не боялись. Ничего себе. Спокойно подпускали. Это Люди нерпы, близко подходили. Камчатка как это. Очень много. В Чукотке. Здесь вот у нас маленькие птички есть. Вот всякие. Вот, Носнеты. Турухтанчики. И у нас поселок был тут, где была нефтебаза, поселок Петушки. И вот когда только начали этот поселок строить, люди сошли с катера и увидели очень много птичек, которые стояли друг напротив друга и были вот так нахлобучены, как петушки. Там, где растопыренные Да, перья. вот. Это получается турухтанчик в спокойном виде, а это вот он стоит уже нахлобучившись. И вот эти птички и дали название этому поселку Петушки. Барах по-якутски. Радион розовый здесь тоже растет, да?
Да, тоже Я растет. почему-то мне казалось, что только где-то в Нерюнгере растет. У нас в районе проживает ветеран тыла, мастер-самоучка. Вообще, Христофор Данилович, у него столько много званий, и человек он такой творческий очень. Вот на этих двух полках представлены его работы, которые есть не только в нашем музее, на слегах и в музеях наших наследников, также в Якутской сокровищнице они есть. Он побывал на очень многих выставках. И, возможно, вы даже сегодня с ним встретитесь, потому что вот мы недавно вот звонили, разговаривали с его женой, сам он прийти не может, но он желает с вами встретиться и желает вам показать свою последнюю работу. Здесь у нас зал Якутии, приход русских на Колыму, где мы рассказываем нашим школьникам о нашей республике в целом. Вот. Вот флаг средства, Долбленное. да, сделанное при Что за помощи дерево такое? специального топора тесака. У нас таких Совсем деревьев, сильно, конечно, да? не растет. Они во время, Паводка да, к нам. заплывает. Да, бывает такое, и вот когда такое дерево находится, то делают долбленку. Ну, это уже... Потому Сейчас. что наш край, это же получается край озер, и такую лодку, конечно, легче перенести, когда очень много озер. Но на ней, конечно, не каждый сможет ездить, потому что у нее осадка очень глубокая у этой лодки. Если человек сядет, то вода бывает обычно вот так вот до краев. И вот одно, не дай бог, неровное движение, можно и легко опрокинуться. Вообще, вот, когда вот в 40-е годы, 50-е годы у нас очень сильно было развито собаководство. И собаки наши, вот тут вы потом можете прочитаете воспоминания наших старожилов, где они вспоминают о том, что наши собаки очень славились, за нашими собаками даже приезжали с Америки, просили щенков. Потому что собаки вроде бы маленькие, но при этом они очень выносливые и выдерживают лютые морозы. Вот. Ну и нарту, конечно, чтобы мастера нарты тоже славились, их было не так много, их было единицы, потому что нарту сделать, она должна быть какой? Легкой, Крепкая. изящной и в то же время крепкой должна быть нарта. Она должна прям лететь по снегу. Вот здесь вот у нас в этой витрине есть тоже отголоски тех ярмарок, которые проходили у нас начиная с 17 века. Вот тут вот есть топор тесак, при помощи которого была сделана такая лодка. Вот топор американского происхождения. Лопата. Тоже американского происхождения. Кстати, вот в начале 2000-х годов к нам приезжали туристы из Америки. И вот они когда увидели вот этот, где была сделана эта лопата, они очень удивились, потому что сказали, что завод до сих пор существует, но он выпускает уже такие более усовершенствованные вещи. И были удивлены крайне, что где-то там, далеко на севере, в России сохранилась такая вот лопата. А вот на таких вот кочах к нам приезжали наши первые землепроходцы, путешественники. Конечно, можно сразу сказать, что это люди были очень мужественные, храбрые, отважные, потому что Колыма очень такая река. Я даже боюсь ее в шторм на катере пересекать. Черский как назывался тогда? Черский. У нас поначалу центр Нижней Колымы находился в Нижнеколымске, на другом берегу Колымы. А уже во время Великой Отечественной войны в 1942 году было решено местными жителями о переносе, потому что там его затопляло. Затапливая место было, и местные жители сами разбирали все дома
Строили плоты, перевозили на этот берег Колымы. Мгм. А там, в том берегу, как он назывался? Черский на Нижние кресты. камеру уберите, я уже запутала. Нижние кресты. Нет, не Нижние кресты. Походцы. Нижние, да, Нижние кресты, а 63-го в честь Ивана Дементьевича Черского. Да. Нет, ну, по том берегу, как он назывался? Что? Кресты. Нижние кресты. Нижние кресты. А поход как назывался? Поход так и назывался, Походск. Всю жизнь? Да. Не кресты тоже? Нет, Не нижние кресты? нет, Нижние кресты здесь были. А тогда поход все, с самого начала поход. Да, как его построили, как бы люди отправились в поход, пришли сюда в поход, и от этого и произошло их название. Вот в этой витрине, как я говорила, что православие к нам пришло в 17 веке, и в 17 веке Кто основал, сам... А? кто основал кресты? Кто основал кресты? В 42 году здесь основали. Нет, кресты кто основал? Какие Здесь было кресты? место, когда путешествовали, здесь погибла группа людей, Ага. и в честь них, а их нашли в Леднике, в честь них установили Здесь было кресты. очень много крестов. Да. И это вот увидели кресты, и как бы в низовьях назвали по местности Нижние кресты. Ну, Крестов было очень кто много. основал поселок? Ну вот было принято решение о том, что как бы... А переносится на нет более такого, высокое что место. кто-то именно основал. Ну, пока То есть казак было принято какой-то, решение? казак Нет, какой-то. нет, нет. Нет, нет, нет. А кто? Это Казаки просто строили название было. остроги. А? Казаки строили остроги. Ну, вот Вот в остров, как он Нижнеколымске назывался? был Нижнеколымский острог. Ну, Вот. А этот Нижнеколымский острог раньше находился примерно в 70 километрах, да. Да. Где-то вот выше. И потом его перенесли ниже. Там организовывалась ярмарка, поэтому ее было удобно торговать, приехать в ту местность, и доступность была более доступность обеспечивалась. И, соответственно, там была ярмарка, и эти нижние кресты перевезли, и там уже они долгое время находились. Сейчас этот поселок есть, называется Нижнеколымск, там живет семья Самотищук. Они пока единственные там находятся на участке, но в стороне строится дом, то есть как участок. И остались некоторые старинные постройки, но уже река забирает все-таки вот эти постройки. И там находится даже столб, по преданиям, который забил сам Дежнев. Он уже находится на краю реки, и уже мы думаем о том, как вот а сколько спасать. километров отсюда? Ой, так и не могу сказать. Сколько километров? 70 или 80? Нижнеколымск недалеко отсюда. Сколько? Если ехать на Буране, то можно доехать, Ну, сколько километров? 70 или 80? да, 70-80 километров. Ну, а кто основал Нижнеколымск? Так. Я не поняла, вы имеете Нижнеколымский острог, наш поселок Черский, или... Ну, я понял так, что был основан Нижнеколымск, потом он переехал сюда. Да, Да, вот он стал Черским. да. А Нижнеколымский вот острог кто основал? Наши первопроходцы. Первопроходцы, Семен да. Дежнев, Кто? Иван Стадухин. Да, они вдвоем Дмитрий Лаптев. путешествовали. У них были, когда мы вот смотрели литературу, у них были притязания, кто завоюет территории, ну то есть они славу, каждый хотел свою, и соответственно, когда они осваивали территорию, и у них было такое понятие, как подвести народ под руку государю. И, соответственно, они, так как народ не был обременен данью, и как они подводили под руку государю, то есть разговаривали с народом, облагали их данью, если они соглашались платить дань, то, в принципе, они уже переходили под защиту. И там были свои, у них с каждым племенем свой договор. И в процессе освоения земли у них были тоже свои определенные конкуренция. Я понял, что Стадухин. там четко не было там, вот кто основал остров, допустим. Нет, не было. Вообще, да. Они вообще
они вначале встретились на Алазее, Да. и потом уже втроем. И Дмитрий Лаптев, и Семен Дежнев, и Стадохин уже сюда прибыли на Колыму. Почему Лаптев? Ой, простите, Семен Дежнев, Иван Стадохин. Да. Да, вот они Лаптев. уже приплыли с Алазеи. Мгм. А Нет, на ну там- Алазеевском зимовье они были, Атаманом был Стадухин. да, Семен Дежнев подчиненный. да. Они с Нижнеколымска ушли на кочах Анадырь. После этого, после Вышли Нижнеколымского острога. Да, они вышли с Нижнеколымского острога, который был в начале Черский был Нижнеколымский острог, пока не приехал сюда. Да. И этот Нижнеколымский острог основал Стадухин. Ну, Нет, здесь можно и Я поспорить. поэтому спрашиваю. Здесь можно и поспорить, потому что больше говорят про Семена Дежнева. Ну, Семен Дежнев просто на слуху. А Стадухин-то был атаманом, а Дежнев чем воспользовался, когда Стадухин уехал в Якутск, как сейчас говорят, командировку. возвращался. А он выехал в этих кочах. И вот каменный мыс, который он открыл, знаменитый мыс Дежнева, это его. Мы осенью были вот в Чукотке, мысе Семена Дежнева, поэтому интересуемся, почему это так. Дело в том, что у них даже была стычка Стадухина с Дежневым, в котором Да. было ранение, и в дальнейшем вот Дежнев, он, как вот мы поняли, был более жестокосердным, и когда они пленили аламутов, это вот пленники, да, из местных жителей, считалось, что, ну, помрет, да будем новых. А Стадухин, наоборот, он их кормил, он передавал им, ну, например, старался давать рыбу, потому что считал, что без рыбы помрут. То есть вот такая забота Стадухина, она как раз присутствовала. Там, наоборот, вот Чукотка как-то считается, что Дежнев был более дипломатичным. Ну, вполне возможно, но... Ну, версия чукотских наших коллег. И Стадухин, наоборот, был более таким жестким. Из-за этого у них был конфликт. И вообще-то они вышли отсюда в 7 кочах. Там еще был некто предприниматель или купец, там Егор Попов, который женат был местной якутки, как они пишут. И они вот все кочи разбились, кроме коча Семена Дежнева. И тогда вот этот Семен Дежнев основал, я нашел мыс Дежнева, писал его очень так четко, что к чему. И да, сам его коч разбился не по расстоянию, а по времени 2,5 месяцев ходьбы от Анадыря. Он пешком дошел до Анадыря после того, как прошел через этот мыс Дежнева. Она стоит в красном углу, икону это нашли школьники. То есть я когда в первый раз увидела, я подумала, что она в Киоте. Почему? Потому что ее размер меньше, и там прям буквально видно, что это на доске икона. Там видны фрагменты левкаса. Левкас это то, которое вот покрывали сначала доску, чтобы ее не вело, и состав ее делался из мела с яиц, белка. И, ну, иногда там, смотря какой клей, ну, в принципе, яиц было достаточно, и тонким слоем до 7 слоев промазывали, и только потом писали эти иконы натуральными красками. Здесь писали или где-то там? Ну, нет, скорее всего, с собой привозили. Нет, здесь таких условий нет, и краски были точно, здесь такие не добудешь. И там как раз Никола Чудотворец, и был, я сначала подумала, что киот, нет, это оклад, то есть сама икона была шире, и, скорее всего, по иконам были какие-то сюжеты библейские, но я так думаю, что они были утеряны, потому что оклад, он больше. Вот если посмотреть, он накладывался. Только часть там только, да? Да. Это вот то, что река отдала, Вчера что там называется. Такой плотная программа была, поэтому они, видать, не успели нам. Это наш такой экспонат в том музее. Я когда увидела, я просто Не понял. в восторге была, что такая икона, и Это все вот иконы, которые были здесь, да? Да, это вот икона, Божьей Матери Веленская. Нам передали род Соловьевых.
У них в Белянская роду это было две Польша, иконы. Польша, К сожалению, Польша. у них в роду священники были. К сожалению, вот одна икона у них потерялась. Но это еще было в те года. Вот, а эту икону они уже передали где-то в 90-х годах нашему музею. А почему вот Харбин написано? Харбин новый. Что? Вот это припоминание здравия покаяния Божьих. Харбин новый. Это как? А это так и написано там, в этом блокноте. То, там же китайский Харбин тоже. От китайского слова все время пытаются перевести. Вот, то, что вот там написано. Кстати, вот это вот у нас был тоже священник Слепцов, вот это ему принадлежал этот блокнот. У нас друг есть Слепцов Павел, отец Павел тоже. Ну, вполне, может быть, он и миссию выполнял где-нибудь. Ну, Харбин тоже непонятно, да, это откуда слово такое. Вы это самое, не удивляйтесь, я потом читаю все. Я поняла. У нас здесь есть вот экспозиция. Она посвящена... Был на Зеленом Мусу у нас квартира-музей подводников имени Александра Ивановича Маринеско. Клуб был, да? Квартира-музей. А, И вот все, вот, кто к нам приезжает, они, конечно, удивляются. Причем тут подводники, причем тут Маринеско. да. Пойдемте. Этот музей создал Дмитрий Васильевич. Ему помогала при этом его жена Тамара Васильевна и его мама помогала, Людмила Николаевна. Музей, он когда приехал сюда в начале 70-х годов, он работал в культуре, а потом его отец, вот его отец, Василий Семенович, он был самый первый подводник Якутии. Это отсюда, что? Из Передуя. Пеледуя. Ага. И памяти своего отца он создает этот музей. А так как Александр Иванович Маринеско был легендарной личностью 20 века, Да. то и музею он дал имени Маринеско. И вот в первую очередь он привлек, конечно, детей, школьников к этому делу. Они писали письма бывшим сослуживцам его отца, сослуживцам Александра Ивановича Маринеско. Они собрали очень большой материал. У нас в музее находятся все эти документы. И вот формы, которые вы сейчас наблюдаете, это не просто форму взяли, завернули в посылку и отправили к нам. Нет, вот эти вот все люди, чьи формы здесь находятся, да, эти все люди были у нас в Черском, и они приезжали именно в этот музей, музей имени Маринеско. Дмитрий Васильевич всех их встречал. Здесь вот даже вот есть вот фотографии, вот, где они стоят. Какой год? 89-й. Три подвода. В 56-м году. 3 подвода. Да. И даже один подводник увез с собой Видишь, как. жену. Я это читал, что они в крестах замывали, написано. Да. И И вот- Тогда Черский в каком году он стал Черским? В 63-м? Вот в 56-м еще кресты были. Да, кресты были. Это знаменитая история такая была. 3 подводные лодки Б, класса Б перезимовали в Колыме, в крестах, население которых перебывалось. И за ними тысяча человек, моряки, здоровяки. Вот так вот, это интересно. А это вот... Это кто написал? Попов Павел. Понял, я его знаю хорошо. Наш край, как говорят, известно всем, что вдоль реки Колымы было очень много лагерей. Также и у нас в бухте амбарчик был лагерь, амбарчик. А недалеко от Зеленого мыса, вот на Зеленом мысу есть озеро Кровавое. И в 97 году вот на этом озере Кровавом был установлен крест. Памяти тех людей, которые были в 1938 году на этом озере расстреляны. Вот список этих людей. На Зеленом мысу было восстание заключенных, восстание было подавлено, 3 расстреляли сразу, а 46 человек расстреляли уже в январе месяце. Очень многие, которые к нам в гости приезжают, они говорят: у вас так мало наследов,
Колымская, Андрюшкина-Походск. Ну так много памятников. Да, у нас очень много памятников. И вот когда с Колымы едешь в сторону моря, то вот по пути можно встретить те памятники, которые установлены нашим